Республиканском музее боевой славы начала работу выставка архивных документов без срока давности. По этим бумагам можно изучить историю. Это доказательство грандиозных событий времен Великой Отечественной войны. Здесь проходит городская акция без срока давности «Маленький герой большой страны». Сюда пришли воспитанники подростковых клубов Советского района Уфы для того, чтобы послушать о детях войны и узнать о героях, про которых так мало сказано в учебниках истории. Как тебе урок мужества? Мне очень понравилось, что было очень доступно и понятно, что было все поэтапно. Я узнал, что дети в концлагерях были либо донорами, либо рабский труд. В рамках акции состоялся урок мужества, который провела руководитель военно-патриотического клуба «Тропа». Рассказывала о ребятах, которые наравне со взрослыми совершали подвиги на вражеской территории и в тылу. А еще помимо лекций ребята ожидали сразу 2 выставки. Насколько интересно смотреть на документы? Это довольно очень интересно и познавательно, потому что, в принципе, ты познаешь историю, узнаешь, как жили люди, как они воевали, как умирали, как дружили. Ну, и довольно очень грустно, конечно, становится, но и в то же время, конечно, и ты радуешься за тех людей, которые выжили во время этой войны. А какие экспонаты тебе больше всего запомнились на выставке «Война глазами земляков»? Мне больше всего запомнилось именно различные находки, именно как, возможно, какие-то гильзы от патронов, ну, часть оружия. Но больше всего мне запомнилось это бытовые принадлежности, как ложки, тарелки. На выставке без срока давности представлены документы, которые свидетельствуют о грандиозных планах фашистов по захвату территории Советского Союза. До наступления холодов немецкие солдаты должны были подчинить себе все земли вплоть до Уральских гор. Эту территорию они называли Московья. Башкортостан, кстати, тоже туда входил. Каждый 4-й житель Советского Союза должен был быть уничтожен. Выбирали по физическим параметрам: цвет глаз, размер носа, форма черепа. А на этой выставке «Война глазами земляков» представлены находки поисковых отрядов. Здесь и предметы быта, и фрагменты оружия, и личные вещи солдат Великой Отечественной войны. Многие из экспонатов – находки поисковых движений, в том числе и школьных. Что-то из этого хранилось много лет засекречено. А теперь для нас проводят экскурсии по бумагам когда-то колоссальной важности Аида Фаткуллина и Ильнар Бекпов специально для «Горы новостей».